Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Сборная России стала победителем медального зачета третьих зимних юношеских игр, которые проходили в швейцарской Лозанне, благодаря победе хоккеистов в финале в заключительный день соревнований. Российские хоккеисты обыграли в матче за золото команду США со счетом 4-0 и принесли национальной команде 10-ю награду высшей пробы. Российская сборная по числу золотых медалей сравнялась со швейцарцами и опередила хозяев соревнований в борьбе за победу в общекомандном зачете, благодаря наибольшему количеству серебряных наград – 11 против 6. Также в активе обеих сборных по 8 бронзовых медалей. Третье место занимают японцы. В таблице медалей зимних юношеских Олимпийских игр 2020 первую строчку занимает сборная России, имея в активе 29 наград. 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. На второй строчке располагается сборная Швейцарии, в активе которых 24 набора. Японцы замыкают тройку лидеров. В копилке сборной 17 наград. 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая медаль. 22 января в Москве состоялась первая встреча министра спорта Российской Федерации Олега Матицына с работниками ведомства. Он обозначил ключевые задачи, которые стоят перед ним в качестве главы министерства. Основаны на общей глобальной стратегии развития нашего государства. Приоритет один – здоровье нации, здоровье будущего поколения, чистый спорт, всемирная защита наших спортсменов, всемирная защита наших спортсменов, обеспечение максимально комфортных условий для реализации их потенциала. Потому что спортсмены, наши дети – это будущее нашей великой страны, и их достижение, их комфорт обеспечит устойчивое развитие России. Александра Байкова и Дмитрий Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Фигуристы показали результат 82,34 балла. Второе и третье места в короткой программе на чемпионате Европы также заняли российские пары. На втором месте идут Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин. Третью позицию занимает Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Произвольную программу пары представят 24 января. Соревновательная часть чемпионата Европы завершится в субботу, 25 января. Продолжаем обзор чемпионата Европы по фигурному катанию. В первый день чемпионата в короткой программе среди мужчин Дмитрий Алиев занял второе место. 20-летний спортсмен показал результат 88,45 балла. Первое место в короткой программе занял чех Михал Бржзина. Третьим стал россиянин Артур Даниелян. Россиянин Александр Самарин занимает 13 место. Произвольную программу фигуристы представят 23 января. Стали известны матчи, которые пройдут на стадии 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу. В заключительный игровой день основного группового этапа определились команды, которые пробились в плей-офф из группы 2. Ими стали сборная Норвегии и Словении. Из группы 1 в полуфинал вышли сборные Испании и Хорватии. Таким образом, в полуфинале пройдут матчи Испания-Словения и Норвегия-Хорватия. Полуфиналы, матчи за 3 и 5 места, а также финал пройдут в Стокгольме. В матче за 5 место сыграют сборные Германии и Португалии, которые заняли в своих группах 3 места. Победитель чемпионата Европы получит лицензию на игры 2020 года. Команды, занявшие 2 и 3 места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля в Норвегии, Германии и Франции. Сборная России завершила выступление на предварительной групповой стадии турнира и пропустит Олимпийские игры. Сам чемпионат Европы завершится 26 января. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» потерпел поражение от московского клуба КПРФ-2 в матче 15-го тура Высшей лиги России. Встреча завершилась со счетом 11-5. В составе победителей трижды отличился Андрей Панкратов. Дубли оформили Герман Коридзе, Александр Коробейников и Олег Кручинин. По одному мячу забили Владислав Севастьянов и Дмитрий Молчанов. За якутскую команду взятие ворот провели Яник Самплей, на счету которого дубль, а также Афанасий Федоров, Иона Демин и Джулустан Пестряков, забившие по разу. «Заря» располагается на 8-й позиции турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 20 очков. КПРФ-2 поднялся на вторую строчку, набрав 39 пунктов. В следующем туре якутяне сыграют с уфимской «Алгой». Встреча состоится 25 января. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.